Ну, получается, я 20 ноября работал в охранном предприятии. Вечером с другом решили посидеть у девушки у меня в общаге парка 34, получается. Мы взяли сразу бутылку вина, немного так его выпили. Вот. Друг у меня ранее ушел домой, и мы поругались с девушкой. Так значительно ругались, долго. Получается, я хотел уйти домой, а она не отпускала. В какой-то момент она просто сбежала с дома, сказала, что в магазин пошла. А я вышел на балкон, посмотреть, куда она пошла, на самом деле. И там краем глазом просто увидел то, что, в соседнем дворе, получается, на парке 36 стоят, ребята, что-то там кричат, я так, не вникал, потому что я звонил по телефону ей. Вот, потом через время она пришла, мы так дальше ругались, и в итоге у меня получилось уйти домой. Вот, когда шел домой, через парк этот, получается, и там, естественно, она мне позвонила, и я пока шел, видел то лужа, то грязь, так, особо не обращал внимания, темно там было, ночь все-таки. И до этого еще хочу сказать, шел снег. Получается, первый снег упал, как раз еще следов не было. И вот как мне оперативники сказали, то что они вышли на меня по следам, по моим. Вот, естественно, в моем дворе стоят камеры, как они меня нашли, меня же охранники-то все знают. Пришли, спросили, кто пришел в такое-то время. Естественно, показали на меня пальцем. Вот, и вот так вот вышли на меня, оперативники. Сказали, хотят задать несколько вопросов там для уточнения, и все, попросили проехать. Пока ехали на Первомайскую, все было дружелюбно. Там сказали, просто хотят пару вопросов задать, и все. А в итоге приехали, зашел в кабинет, сказали подождать там, пока придет. И он, когда заходит, сразу такой на меня: о, это, говорит, он, сразу, говорит, в этих же берцах, как раз, говорит, по типажу, говорит, подходишь, и, формами все это. И все, и начал наезжать сразу, говорит, кто, где, давай объясняю, как, говорит, чем ты, говорит, его. Я такой, я вообще, я растерялся, вообще не понимал, что происходит. Просто сразу на меня начали наезжать. У меня, получается, целый день, с утра, как меня привезли, до вечера, меня все это там допрашивали. Я, естественно, говорил правду, они мне все равно не верили. Мне там говорили, что все равно тебя посадят там в любом случае, и, у тебя, говорит, нет выбора, тебе, говорит, надо сознаваться. Я говорю, а в чем сознаваться? Я говорю, я ни в чем не причастен был. Вот ты, говорит, там был, тебя, говорит, там видели, ты, говорит, следы, говорит, твои, и, говорит, все, так вот. Потом следователь меня также допросила, я также все шел в несознанку. Потом все-таки меня на 2 суток засунули в ВВС, изолятор временного следствия. На следующий день также пришли оперативники, также спрашивали. Там, я не помню, был еще какой-то молодой человек, я не знал, кто он. Все так же говорил, лучше, говорит, сознайся, иначе тебе так и так, там тоже все посадят, говорит, тоже в любом случае. Также давили, что тебе, говорит, быть сознаваться. Что все равно это был ты. Утверждали, так точно утверждали, что это я был. А я не знаю, я уже просто, когда попал в ВВС, да, там 4 стены, там метр на метр, можно сказать, да, камера, я уже начал пугаться, действительно, то, что я не знаю, что просто было мне делать тогда. Ни с адвокатом, адвокат вообще какой-то был потусторонний, я сказал. Я просто, честно, я тогда растерялся, я даже не знал, что делать. Мне пришлось придумывать на ходу всякие истории, то, что я складывал, как они мне рассказывали. Было так и так, ты там был, там не был. Они утверждали то, что потерпевший попал в больницу, еле живой, говорит, там, а врачи еле откачали его. Многочисленные порезы, говорит, у него. Спрашивает, говорит, чем резал. Я говорю, я даже ножа в жизни с собой не носил никогда. Максимум, говорю, там брал, на природу, когда выезжали, все, в машину кидал, и то потом уносил. Только переступил порог, сразу показывают на меня, это, говорит, был он. Следователь, я не помню, следователь или адвокат спрашивал, как, говорит, вы его опознали. Любой дурак скажет: ухо, горло, нос, все. Мне просто говорили,
ты скажешь, да, все, пойдешь домой. И вот как бы о последствиях мне как бы не сказали, я как бы был сам еще в растерянности, сам еще не подумал, какие могут быть последствия после этого.